Главное требование собравшихся, чтобы депутат Гульшат Асылбаева сдала свой мандат. А все из-за скандального законопроекта о манипулировании информацией. Участники акции требуют отозвать поправки в документ, так как его принятие ограничивает свободу слова. Он дискриминационный и в случае принятия нарушаются конституционные права граждан. Гульшат Асылбаева называет всех людей, которые выступают против этого законопроекта, проплаченными троллями. При этом вот она сама говорит о какой-то лжи, о том, что надо доказать. И вот она сама так откровенно врет, говоря, что мы проплачены, при этом ни разу не приведя доказательств в пользу того, что где-то кто-то взял деньги. Поэтому это абсолютно лицемерный депутат, который врет через слово и при этом говорит о какой-то правде. Не было кворума достаточного для принятия закона. Из 61 депутата, необходимых для принятия закона, присутствовало только 30. Перед зданием Джогорку Кенеша свыше 100 человек выступили против ограничения свободы слова среди интернет-пользователей. Но намного больше людей уже в соцсетях оставляют более 4000 комментариев с призывами сдать мандат. Парламентарий Гульшат Асылбаева опубликовала длинный текст на своей странице в Facebook и попала под шквал критики. Ее обвиняют даже в очередном плагиате, а также в попытке протащить антинародный законопроект. Мы против этого закона. Мы требуем его безоговорочного отзыва. И, во-первых, этот сам закон, он противоречит Конституции Кыргызстана о свободе слова. Это все прописано. Как вообще собирается реализовывать этот закон? Получается, Министерство культуры, специальный орган, созданный при Министерстве культуры, будет определять, что есть верная информация, что правдивая, что ложь. Кто дал такое право, кто наделил этот орган такими полномочиями? Принятие документа непременно повлияет и на бизнес-сектор. Каким образом, разъяснил предприниматель Телек Токтагазиев, участник акции. Через свободу слова каждый предприниматель, каждый гражданин может защитить свои права. Да? Потому что мы понимаем, что в авторитарных режимах часто этим пользуются тем, что никто ничего не может сказать и начинают беспредельничать. Там люди, которые близки к власти, люди, которые близки к каким-то кругам, они начинают это использовать и могут рейдерски захватывать какую-то собственность. Да? А здесь мы понимаем то, что право на частную собственность, она напрямую связана с правом на свободу слова. Тем не менее, инициаторы упрямо продолжают протаскивать свой законопроект, при этом нарушая все процедуры, которые прописаны в регламенте Джогорку Кенеша, отмечают юристы. Например, статья 55 гласит, что между чтениями законопроекта должно проходить не менее 10 дней. Тем не менее, Комитет по социальной политике спустя всего лишь 4 дня после первого чтения на пленарном заседании по данному вопросу проводит второе и третье чтение в одном. Принятый в подобном режиме закон не будет считаться обществом легитимным и, соответственно, приведет к игнорированию его исполнения, говорят медиаэксперты. В свою очередь, Джогорку Кенеша отдельные депутаты согласились с митингующими. На встречу к собравшимся вышел Дастан Бекешев. По его словам, этот документ опасен тем, что после его принятия любое слово гражданина могут признать ложью. Сегодня этот законопроект будет рассматриваться у нас в парламенте, и я думаю, что некоторые мои коллеги уже поменяют мнение. Я надеюсь на это, но, по крайней мере, вы увидите это по результатам голосования. Сейчас у нас сегодня рассматривается почти 50 законопроектов. Я не знаю, когда все успели прочитать, я лично не успел. Сама автор больше чем уверена, что инициированный ею закон поможет бороться с фейками. Многие ее коллеги не согласились с ней, а вот спикер Джогорку Кенеша Дастан Джумабеков поддержал инициативу Гульшат Асылбаевой. Где тут борьба с правдой? Разве кто-то против критики? Критика должна быть конструктивной. Она должна говорить о том, что ты сделал, о том, что ты не должен делать. Без перехода на личности, оскорбления, нецензурную брань, рекламу всяких, извините, парадов голубых, розовых, зеленых. Это что, свобода слова? Этим законопроектом мы защищаем права граждан. У всех должны быть равные возможности. Только так мы можем развиваться демократически. Я думаю, что его инициаторы не преследуют плохие цели. Я верю в это. Это один из самых нужных законопроектов в современном мире.
В законе о манипулировании информацией инициаторы Гульшат Асылбаева и Айнур Осмонова прописали права и обязанности интернет-пользователей, владельцев сайтов и интернет-провайдеров. В нем также прописано, что в случае нарушения закона уполномоченный госорган выносит решение о досудебном ограничении доступа к информации, имеющей признаки как ложной или недостоверной. Элиза Балбакова, Тынштык Кульбаев, Нью ТВ.